Ингушетия – рай для орнитологов. Здесь они могут наблюдать за птицами, изучать и следить за их передвижениями, проводить научную и исследовательскую деятельность. Большое количество растительности, разнообразия растений и лесов позволяет сосуществовать многим видам птиц. Хищных пернатых в республике куда меньше, большинство из них находится под охраной. Сложно представить место, где на небольшой территории собрано такое количество представителей птиц, которые мирно живут друг с другом испокон веков. Кстати, на этих величественных скалах располагается колония белоголовых сипов. Но сейчас цель поймать более мелкую добычу. Для этого орнитологи устанавливают сетку для отлова птиц. Чем больше ловушек, тем лучше. Но за всеми не уследишь, поэтому для 2 человек достаточно 4 таких конструкции. Вся эта процедура занимает не больше 15 минут. Она вообще, птицы, да, никакого вреда она не приносит. Вот, единственное требование, нужно сеткой как можно чаще проверять, особенно в жаркое время года. Для чего птиц ловят? Ну, в первую очередь, для того, чтобы узнать видовой состав. Потому что есть виды, которые ведут скрытный образ жизни, который очень тяжело внимательно рассмотреть. Есть виды, которые достоверно определить можно только держа в руках, используя специальные определительные таблицы. Вот, поэтому при проведении фаунистических исследований всегда стараются орнитологи не только в бинокль наблюдать, не только фотографировать, но еще и по возможности ловить. Вот, когда птицу удержишь в руках, можно получить много дополнительной информации. Например, о ее упитанности, находится ли она в состоянии линьки или не находится, определить более точно, допустим, пол птицы, возраст птицы. Вот. Ну и, как бы сказать, как правило, птицы, которые отлавливаются, они еще кольцуются для того, чтобы изучать их миграции. Днем сетки ставят для птиц, ночью для летучих мышей. Главное условие, чтобы она оставалась в тени и была максимально скрыта. Весь механизм работает по принципу игры Angry Birds. Высота 3 метра, длина 10. Сетка едва заметна для человеческих глаз, не говоря уже о птичьих. В летнее время ее желательно проверять каждые 3 часа. Птица попадает в сетку и остается в одном из этих многочисленных кармашек. Сейчас главное не спугнуть птичек, затаиться и ждать улова. Этим сейчас и занимаются специалисты. Тут главное терпение. За птичек переживать не стоит. После того, как получится установить видовой состав, они снова отправятся на волю. Если нам нужны материалы для ДНК-анализов, есть вот при помощи вот этого самого инструмента мы берем небольшие кусочки ткани, чтобы делать ДНК-анализ. Но в данном случае у нас такой задачи не стоит, поэтому мы используем только штангенциркуль. Это определитель птиц, который для сложных случаев, когда мы не можем определить какой-то вид, здесь есть подробно расписано, как определить птицу, которую ты держишь в руках. Для этого используются вот специальные мешочки, куда мы кладем пойманных птиц, они тоже как бы безопасные, сюда кладем птицу. Обычно птицу счастья приходится ждать несколько минут, но из-за сильного ветра придется потерпеть до завтрашнего дня. Сергей Букреев 35 лет посвятил поискам новых видов пернатых в республике впервые. И не случайно. Ингушетия считается пристанищем для птиц. Их здесь насчитывается более 250 видов. В одном только заповеднике Эрзи 206 разновидностей, в том числе редчайшие, занесенные в Красную книгу России. Из них чуть больше 100 видов, где-то порядка 102-103 примерно, являются гнездящимися. Вот. Ну, в основном здесь представлены виды, которые связаны с лесами, так называемые дендрофильные виды. Достаточно много видов, связанных со скальными обнажениями, с человеческими постройками. Вот. Это так называемые виды петрофилы. Вот. Ну и вот на таких остепненных и луговых склонах присутствуют виды открытых пространств, это так называемые кампофилы. Вот. Ну, в небольшом количестве вдоль речи гнездятся виды водно-болотного комплекса. Ну, можно пару слов сказать о редких видах. Значит, в заповеднике обнаружено уже 21 вид, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Из них 11 видов здесь гнездятся. Из редких видов, занесенных в Республиканскую Красную книгу, в заповеднике встречается 26 видов. Вот. Ну, то есть, как бы сказать, это подчеркивает важное предохранное значение, потому что птицы являются хорошим модельным объектом, и по их состоянию, по состоянию орнитофауны, очень хорошо судить о состоянии экосистем в целом. Вот. И такое большое обилие, причем хорошая представленность разных экологических групп, говорит о том, что природные комплексы заповедника Эрзи находятся в хорошем состоянии, вот, и что место для организации заповедника было выбрано очень удачно.
Вечером охотники на птиц нацеливаются на рукокрылых. Встреча с летучими мышами бывает непредсказуемой, поскольку от их укуса можно заразиться вирусом бешенства. Изучение фауны этих млекопитающих – одна из целей исследовательской работы, в которой невозможно обойтись без специальных приборов. Летучих мышей мы планируем исследовать на территории заповедника при помощи вот этого прибора. Этот прибор записывает сигналы летучих мышей, а потом уже эти записи мы переводим в компьютер, и там специальная программа их обрабатывает и определяет видовой состав. Кроме этого, этот прибор записывает температуру, координаты. И мы уже знаем, какой вид, в каком месте, где встречается. И мы надеемся, что с помощью этого прибора мы установим большую часть видового состава фауны летучих мышей заповедника Эрзей. Мы проводили исследования летучих мышей Дагестана, и за один год мы для Дагестана открыли 3 новых вида летучих мышей. В том числе один вид это был новый вообще для Российской Федерации. Сотрудничество дагестанского и ингушского заповедников продолжается уже более 10 лет. Одна из задач совместных исследований – обмен опытом между научными отделами, ведь у заповедников не существует границ. У нас в прошлом году посетили наш заповедник 4 доктора биологических наук, 2 кандидата. Кстати, Букреев тоже у нас доктор наук. И по итогам работы 2018 года у нас, если взять мохообразные растения, известные были более 30 видов, а сегодня у нас более 100 видов. У нас заповедник, молодой заповедник, территория неисследуемая, поэтому каждый приезд, скажем, научных работников, каждая совместная работа, она приносит свои результаты, свои хорошие плодотворные результаты. Таргимская котловина – ключевая орнитологическая территория международного значения. Ареал птиц разбросан по всей Ингушетии, что поражает даже самые пытливые умы. Это и привлекает многих орнитологов в жемчужину Кавказа. Из видов, которые занесены в Красную книгу России, можно отметить такие редкие виды, как белоголовый сип, черный гриф, кавказский тетерев, малый подорлик. Это виды, которые находятся в Красной книге Российской Федерации, Красной книге Ингушетии и являются редкими исчезающими видами. И они на территории заповедника Эрзей гнездятся. И эта территория для них является очень значимой. На всей территории республики водятся дикие утки и гуси, несколько видов бакланов, цапли, пеликаны. К слову, птицы – самый распространенный и почитаемый вид животного мира в Ингушетии. Они представлены и на гербе республики, в котором изображен орел, расправивший свои крылья, символ свободы, мудрости и истинного благородства. Орнитологи будут проводить исследования 2 дня, после чего станут известны первые результаты работы. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.